أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. День Арафа является самым дорогим из дней. За совершение благих дел в этот день вознаграждение увеличивается многократно, ибо никто, кроме Аллаха, не знает ее истинную величину, ровно как и совершение грехов в этот день увеличивается в несколько раз. Что касается горы Арафат, то это место, которым Аллах почтил паломников, а сам день Арафа – это подарок Аллаха для всех мусульман, где бы они ни находились. Поэтому тот, кто хочет утешить себя по причине, что ему не удалось совершить хадж, посетить дом Аллаха и побывать на этой горе, он должен воспользоваться этим днем в любом другом месте. Какое бы благочестивое деяние ни совершил человек, стремясь к Аллаху с чистым намерением, в судный день он несомненно увидит ее вознаграждение. И поэтому одним из самых важных поступков, которые приближают нас к Аллаху, это пост в день Арафа. День Арафа – это 9-й день месяца Зуль-Хиджа. Пост в этот день является желательным действием. В достоверном хадисе, переданном муслимам и другими учеными, говорится, что когда спросили пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, о посте в день Арафа, он ответил: грехи того, кто будет поститься в этот день, смоются за предыдущие и последующие годы. Сбор на горе Арафа является самым крупным ежегодным сбором в исламском мире. Все паломники, совершающие хадж в этот день, собираются на горе Арафа. Стояние на этой горе является самой основной составляющей частью хаджа. Без этого хадж недействителен. Здесь смываются большие грехи, которые нигде в другом месте никогда не смоются. Есть хадис: самый большой грешник тот, который, находясь на Арафате, думает, что его грехи не смыты. Хатиб ад-Дайлами. В другом хадисе говорится: тому, кто в день Арафа убережет от греховного свой язык, уши и глаза, смоются грехи и те, которые он совершит до наступления следующего Арафа. Байхақи. Самая лучшая мольба – это дуа в день Арафа. К вечеру день Арафа блага Всевышнего не спосылаются на нижние небеса, и, гордясь, он говорит ангелам: это мои рабы, не расчесав волосы и надеясь на мою милость, они пришли ко мне. О мои рабы, если у вас столько грехов, сколько песчинок или капель дождя, я смою их. Вы возвращаетесь, очистившись от грехов своих и за тех, за которых просите. Да примет Всевышний мольбы ваши, деяния благие в день Арафа, и да простятся грехи этого и следующего года.